Якутянин обвиняется в видеосъемке с оскорблениями сотрудников ГИБДД. По сообщению региональной прокуратуры, мужчина предстанет перед судом. В отношении 36-летнего жителя Нюрбинского района возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в ноябре в селе Акана Нюрбинского района инспекторы остановили машину с нетрезвым водителем. Во время составления документов другой местный житель начал снимать на видео сотрудников ГИБДД, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей. Он одновременно комментировал их действия нецензурными словами и выражениями. Затем отправил видеоролик в одну из групп WhatsApp. Работники промышленных предприятий Якутии пострадали от дистанционных мошенников. Так, в отделение МВД России по Мирнинскому району поступило заявление от 36-летнего машиниста одного из добывающих предприятий. Неизвестные списали с его банковской карты более 52 тысяч рублей. Пресс-служба МВД сообщает, что мужчине поступил звонок от незнакомца, который представился специалистом одного из сотовых операторов и сообщил, что клиенту будут возвращены 2000 рублей за ошибочно подключенные платные услуги. Потерпевший удивился звонку и попросил перевести деньги на баланс сотового. Однако незнакомец убедил его назвать реквизиты своей банковской карты. После этого ему пришло сообщение с кодом от банка, который он продиктовал специалисту. В результате на его телефон стали поступать СМС о снятии денег. Также в отдел МВД России по Нюрнбергскому району обратился 25-летний помощник машиниста буровых установок угледобывающей организации. На его имя обманным путем оформили кредит. Сумма общего ущерба составила 280 тысяч рублей. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина. Работники магазина сообщили о краже сотового телефона. В ходе расследования полицейские задержали 31-летнего мужчину. Установлено, что злоумышленник находился в торговой точке под видом покупателя. Заметив, что продавец-консультант отвлекся на другую покупательницу, а витрина с телефонами не заперта, подозреваемый незаметно похитил оттуда смартфон и покинул магазин. Как оказалось, похищенное злоумышленник планировал продать, но не успел. В его отношении возбуждено уголовное дело. Совместное распитие алкоголя привело к краже ноутбука. По сообщению пресс-службы регионального МВД, вором оказался безработный 29-летний мужчина. Полицейские выяснили, что в день происшествия к потерпевшему в гости пришел его знакомый. Встреча не обошлась без совместного застолья. В течение нескольких часов мужчины распивали алкогольные напитки в квартире заявителя. Когда хозяин дома уснул, злоумышленник похитил его ноутбук из квартиры и скрылся. Похищенное мужчина намеревался продать, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. 344 нигерийских школьника, похищенных неделю назад, освобождены, сообщил губернатор штата Кацина на северо-западе страны. По его словам, учащихся передали сотрудникам Национальной службы безопасности. При этом губернатор не исключил, что кто-то еще остается в плену. Я думаю, что мы вернули большинство мальчиков, но, возможно, не всех. Поэтому мы принимаем меры для их вызволения. Дети были обнаружены целыми и невредимыми, и все они едут из леса в штате Замфара. К завтрашнему дню мы проведем медицинское обследование, и все они воссоединятся со своими семьями. Дети пропали в прошлую субботу, когда группа вооруженных людей напала на государственную школу. Тогда сообщалось, что похищены как минимум 320 учащихся. Через несколько дней ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка Боко Харам. Она распространила аудиообращение, однако нигерийские власти поставили под сомнение его достоверность. Похищение школьников вызвало волну недовольства в стране. Люди обвиняют власти в том, что они отдали Нигерию на растерзание группам боевиков и преступников. 6 лет назад группировка Боко Харам похитила более 200 девушек, в основном из христианских семей. Освободить в результате удалось менее половины из их числа.